Где вы учились на кинолога? На кинолога обучался в Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов. Это рядом с городом Уфа. Есть специализированный центр МВД. Там проходил обучение со своей собакой. Легко ли это вам работа удается? Очень. Есть желание, а дальше все остальное приложится. Нравится ли вам своя работа? Да, безумно. Можно сказать так, что я превратил свое хобби в работу, поэтому трудностей, не знаю, каких-то вообще не испытываю. Какие собаки лучше всего поддаются дрессировке? Тут, я не знаю, могут мнения разойтись, но по мне, так это немецкая овчарка рабочего разведения. Как долго вы дрессируете своих собак? Если вы имеете в виду обучение, то это от 2,5 до 3-4 месяцев. Дальше идет практика. Практика, она, в принципе, дает результаты стабильной работы где-то года 4, когда собаке исполняется 4 года. И все. А так, на протяжении всей службы мы тренируем, усложняем, придумываем что-то новое. У нас собачка, она вот у нас кусается, да, и вот как ее отучить, чтобы она своих же хозяев не кусала? Не знаю, ничего там такого не вижу, но если прям сильно кусает, то можно элементарные приемы общего курса дрессировки. Научите собаку команде, допустим, нельзя или фу. И все. В принципе, это делается очень быстро, и буквально 2-3 занятия, и результаты уже будут. Спрошу про собак, про породы там, какие лучше. В моей работе, допустим, я работаю по поиску людей, поиск по следу. Здесь, кроме немецкой овчарки, не знаю, я, в всяком случае, я никого не рассматриваю. Также есть у нас собаки по поиску наркотических веществ, трупов, трупных останков. Там, в принципе, желательно, наверное, на мой взгляд, чтобы собака была компактнее, более мобильная. Поэтому тут спаниель бы хорошо бы дошел. Я бы тоже работал со спаниелем, и довольно-таки есть положительные черты.